Тем временем в Москве скоро начнется шествие бессмертного полка. В этом году в столице впервые за несколько лет акция пройдет в очном формате. По данным властей столицы, на улицу планировали выйти около 1 миллиона человек. Среди них есть и якутянин. На месте событий работает наш специальный корреспондент Максим Кардозу. Максим, приветствую. Расскажи, как проходит шествие в главном городе нашей страны. Приветствую, Надежда, и с праздником всех поздравляю. Да, действительно, московские власти анонсировали, что сегодня должны выйти 1 миллион людей на улицы города. Конечно, подсчитать это сейчас невозможно, но за моей спиной вы можете наблюдать эту бесконечную вереницу. Люди празднично нарядные, надеты с флагами, с фотографиями. Они идут от метро «Динамо» к Красной площади. Это маршрут в 7 километров. Представляете, вот такой вот будет бессмертный полк. Действительно, москвичи соскучились, потому что 2 года до этого, в 2020-м, 21-м, бессмертный полк был только в онлайн-формате. Вы слышите, смотрите, какое настроение праздничное у всех. Несмотря на погоду, накрапывает дождик. Даже сегодня утром был отменен авиапарат на Красной площади. Но, несмотря на это, люди вышли и почтили память своих предков. Вот я тоже подготовился. Это мой дед Степанов Иннокентий Харлампьевич, участник Сталинградской битвы. Там он был ранен. И я знаю, что в этой колонне, которая идет за моей спиной, сейчас тоже десятки якутян. Точная информация через наши постпредства была организована группа из 30 человек. Мы с ними встретились и поговорили до шествия. Давайте узнаем, с каким настроением они сегодня вышли. Моя мама Абаешева Александра Иннокентьевна, она участница тыла. Ага, вот. Ну вот вы приехали сюда в Москву с портретом мамы, в День Победы. Какие чувства у вас? Чувство очень волнительное. Ага, волнуемся. И вот наших земляков встретились и пойдем сейчас на парад. Это мой дядя, родной дядя. Это родной брат моего отца, Борисова Афанасия Макаровича. Борисов Семен Макарович, он пал смертью храбрых 11 мая 1945 года. И долгое время он знаменовался как без вести пропавший. Я уверен, что якутян, конечно же, сегодня пришло на улицы намного больше. Они самостоятельно организовывают такие вот шествия, распечатывают портреты и приходят сюда, в центр Москвы, для того, чтобы почтить память своих предков. Ну а бессмертный полк сегодня продлится в Москве до 8 вечера. Только представляете, сколько людей должно пройти по Тверской улице. Здесь также установлены полевые кухни, идут концерты, люди распевают песни. В общем, такое вот праздничное действительно у всех настроение. Надежда. Благодарю, Максим. Ну а мне остается лишь добавить, что увековечить память о ветеранах также можно, не выходя из дома, самостоятельно внеся сведения об участниках Великой Отечественной войны на сайте проекта «Бессмертный полк». После регистрации у пользователя появится возможность редактировать страницу, посвященную герою семьи. Напомню, с нами на связи из Москвы был наш коллега Максим Кардозу, а мы продолжаем.